Северный Тибет, вот я просто про паровую ванну 5 нектаров, о которой мы еще дальше будем беседовать, как это выглядело примерно в Монголии. Какой-нибудь там князь, наён или там какой-то состоятельный человек, и он имеет своего, скажем, придворного лекаря, который ему говорит: ну все, пришло время принимать процедуры, значит, и по сезону, и по твоему состоянию. Он говорит: ну ладно, давай бери вот там сколько людей, человек 300. И доктор берет такую команду, она называется царская процедура, именно в том числе по поводу достаточно больших объемов сырья в том числе. Что как-то так вот было время, когда не развлечешься. Вот. Сейчас мы с помощью технических и инженерных каких-то моментов мы можем это делать как-то вот локально. А тогда такое, скажем, действо требовало намного большего, чем сейчас. И ставят огромный чан ставят, в котором варится сырье. А над чаном ставят помост. То есть тут, значит, костер у нас горит, тут идет пар лечебный, помост решетчатый, значит, на помосте палатка, в которой, собственно, и находится тело хана. Вот, голова снаружи, вот, а он очень доволен, да, и релаксирует. Вот. А тело все находится в этой палатке. Вот. Ну, я потом чуть позже расскажу, как это в госпиталях тибетских делается, но вот раньше было вот так. Да, палатки. А сверху еще большой шатер ставится. Ну, как правило, юрту они ставят. Вот. Второй контур. Да, ну потому что, чтобы сквозняка не было и так далее. То есть это вот такая конструкция, которая, ну, была необходима для проведения этой процедуры. Ну и, соответственно, объемы сырья тоже. Ну, а там помост дальше... он какой? Решетчатый? Да, обязательно решетчатый. Обязательно. Вот, куча всяких вариантов есть, но не все могли себе позволить. Хотя потом народ приноровился тоже. И вот когда, ну, я, можно сказать, еще при советской власти начал заниматься, и старики рассказывали, что да, говорит, ездили на источники и, крадучись, делали вот эти процедуры, потому что, ну, тогда же была борьба со знахарством и самолечением как таковым.